Добрый день, уважаемые жители автономии. Диалог студии в эфире ГРТ. Для вас работают Валентина Чобан и звукооператор Павел Арнаут. Депутат Народного собрания Гагаузии от села Кириет-Лунга, председатель постоянной комиссии по регламенту Михаил Железогло сегодня в нашей студии. Михаил Николаевич, рада приветствовать вас. Да, добрый день. Заман хайролс. Заман хайролсын. Гагауз делинде да var kolayım selamlaması bizim stüdyamızda çünkü bugün var kolayım laf etmeye iki dilde. Mihhail Nikolaevich, siz bunu kendiniz teklif ettiniz. Ben de büyük hayvetle kabul ettim bu teklifi. Laf edeceğiz iki dilde. Hem en ilk isterim söylemeye bizim izleyicilerimize hem seyredicilerimize. Yani ilk yarım saat telefonlarınızı hem soruşlarınızı kabul etmeyeceğiz. Bundan sonra büyük hayvetle sizinle de laf edeceğiz. Итак, приступим, Михаил Николаевич. У законодательной и исполнительной властей, ветвей власти, есть свои четкие функции, прописанные в законе. И, казалось бы, если каждый будет придерживаться своих функций, то проблем возникнуть не должно. Однако на пресс-конференции, которая проходила 12 июля, в которой вы также приняли участие вместе с вашими коллегами, вы отметили, что продолжаются манипулирования общественным мнением, и Народному собранию Гагаузии приписываются функции, которые оно, по сути, не должно исполнять. Почему так происходит, как считаете? Да, еще раз добрый день. Большое спасибо за приглашение, возможность высказать свою точку зрения. Что касается взаимоотношений исполнительного комитета Народного собрания, это, в принципе, вопрос у нас на повестке дня постоянный. Это обсуждается и в прошлом созыве обсуждалось, и сегодня обсуждается. И это действительно такая важная тема, но я всегда говорю, что вокруг этой темы очень много манипуляций. Манипуляции в основном исходят, конечно, со стороны отдельных политиков для того, чтобы прикрыть какие-то, возможно, или обоснования неправильные своей позиции или принимаемых решений. У нас в соответствии с уложением нашим законодательством у нас ветви власти разделены. Исполнительная, законодательная, судебная. И очень важная формулировка у нас идет в статье 10 уложения, где четко прописано, что каждая из ветвей власти, исполнительная, в данном случае законодательная, они самостоятельны в пределах своих полномочий, но они функционируют во взаимодействии. То есть власть или механизмы власти в государстве распределен таким образом, чтобы ни одна из ветвей власти не имела, так скажем, весь объем полномочий власти, чтобы не концентрироваться в одних руках. То есть в данном случае у нас исполнительный комитет — это власть, которая разрабатывает закон о бюджете, изменение бюджета, разрабатывает различные программы социального, экономического характера в области экологии, образования. Оно разрабатывает и исполняет эти законы или программы после того, как их Народное собрание утвердит. То есть это четкое разделение вот этих полномочий. И, соответственно, у исполнительного комитета есть полномочия разрабатывать и исполнять. У Народного собрания утверждать, и после этого контроль исполнения этих законов и решений. И если будем соблюдать эти полномочия, конечно, по идее должно быть такая гладкая работа органов ветвей власти. Но понятно, что ни у нас, ни в других странах взаимоотношения ветвей власти не носит такой мягкий или дружелюбный характер. Оно и, в принципе, и не должно носить такой дружный, скажем, между этими ветвями власти не должно быть, по сути, дружбы. Каждый из ветвей, если исполняет свои полномочия, то они, соответственно, взаимодействуют, они могут, допустим, как у нас происходит, исполком разработал, допустим, закон или закон о бюджете, представили депутатам Народного собрания. Депутаты Народного собрания, имея свои полномочия, естественно, что они могут с какими-то моментами соглашаться, могут с какими-то моментами не соглашаться, но они выражают свою позицию. И в данном случае, когда вот это взаимодействие идет, оно должно носить как характер спора, полемики, диалога. То есть каждая из сторон отстаивает свою точку зрения. И у нас в основном
вот это взаимодействие вот именно на этом этапе у людей вызывает определенное нарекание. Почему? Потому что иногда этот диалог или спор носит и немножко политизированный характер, а зачастую носит немножко эмоциональный характер. Я считаю, что эти отношения между нашими ветвями власти, между Башканом, Народным собранием и исполнительным комитетом, они должны носить уважительный характер, взаимоуважительный характер, корректный характер. То есть, если я высказываю какие-то замечания в отношении, допустим, проект бюджета нам представлен, я с какими-то позициями, моментами не согласен. Но я должен критиковать, допустим, не исполнителя, я не должен переходить на личность, я должен критиковать соответствующее, допустим, то решение, которое представлено, и со своей стороны должен представлять свое видение. Поэтому, если ветви власти будут работать в таком контакте, диалоге, взаимодействии, где-то в спорах, я думаю, что оно будет более эффективно и более для принятия соответствующего решения, оно будет более правильным. Но даже если соблюдать, так скажем, вот эти полномочия, вот эти все условия, это не означает, что все равно взаимоотношения этих ветвей власти будут носить всегда корректный характер и не будет вызывать проблем. Мы это видели и на примере у нас в автономии. Мы и сейчас можем наблюдать, допустим, на уровне того же Европейского Союза, где у нас сегодня, видите, какая ситуация, и уже, допустим, правительство Болгарии парламент отправило в отставку, другие правительства уходят в отставку. То есть это не гарантия того, что политических кризисов не будет. У нас то же самое. Но во взаимоотношениях наших ветвей власти, я считаю, что не должно, во-первых, быть дружбы. Дружба между ветвями власти означает, то есть будут решения приниматься не в интересах граждан, а будут приниматься в интересах этих ветвей власти, которые просто будут договариваться между собой. И эти взаимоотношения должны носить рабочий характер, как прописано у нас в законах уложения. Каждая ветвь власти должна исходить из своих полномочий, отстаивать свою позицию, свое требование, но оно должно, еще раз повторяю, взаимоуважительный характер. Взаимоуважение и одна общая цель — работать во благо автономии. Цель, она и остается, цель не уходит. Даже, вот, допустим, у нас и в законе прописаны механизмы, допустим, преодоления этих политических кризисов, допустим, право вето Башкана. То есть, если Башкан недовольна, она, не подписывает закон. У Народного собрания, допустим, есть право, прописанное в уложении, что, допустим, если какой-либо член исполкома, начальник управления не справляется с своими обязанностями и так далее, Народное собрание имеет право отстранять это должностное лицо. Но это не означает противостояние. Это не означает, что цель, которая у нас обозначена в нашем законе, она каким-то образом игнорируется властями. Sağ olun. Geçelim Gagavuz diline. Mikhail Nikolaevich, görürsen pahalar gün günden büyür, insanlara halizden pek zor. Her birimiz büyük korkuyla bekleriz gelen kışı. Siz hem sizin kolegalarınız oturuşta, press-konferensiyada söylediniz, hani Bakanlık Komitetin funksiyası, en önemli funksiyası hangisine o lazım baksın bugün hem yapsın onu. Hazırlama mahsus dokumentin yarıda yazılı olacak neyle hem ne türlü Gagavuz yeri автономиямыз varınca kendi bücretinden alıp paraları yardımcı olsun bu insanlara. Siz bu teklifi yaptınız. Söylediniz, hani bu değil kritika, bu sadece bir teklif. İnsana zor bir kapımda yardımcı olma diye. İşitti mi size artık Bakanlık Komiteti? Başladılar mı onlar hazırlama bu dokumenti? Böyle bir haberiniz var mı? Çok sağ ol Valentina bu soru için. Biz açan yaptık bizim press-konferensiya, orada Aliz'den biz kaldırdık bu soruşu. Ben kendi lafımı söyledim, ben bunu kaldırdım. Zira biz her gün görüyoruz nasıl durumda şimdi bu hem автономия, nasıl zorlukla çekiyor bizim insan, açan pahalı gaza da, topluma da, iyimelik tarafından da her gün büyüyor. Bizim insan bugün bulunduğu pek zor durumda. Hem de biz söyledik, hani dil lazım bekleme için gelecek kış. Kışın olacak daha da zor.
Bağla daha da büyük olacak da insan büyün insiyemeti bu ценla insiyemeye bu zor vakti zor geçiyor ama kışın daha da zor olacak. Onuştan danıştık Bakanlık Komitesi'ne hani ona büyün artık büyün baksınlar bu soruşu da budjet şimdi geçerken ilk soruştan buna burada varınca göstermeye kompetensiya. Tamam funksiyalar. Nasıl işley bu kompetensiyalar? Bizim hal topluşunca kanon düzen organı, законодательный organ, hem de Bakanlık Komitesi'de. Burada ben danıştım Bakanlık Komitesi'de. Hani ondanca anglar bakırla büdjede, anglar işlerle büdjetla. Ona bu zakonu распорядители parayla büdjetin parasından ona lazım, ona bilirler nasıl durumda şimdi bulunuyor bizim büdjet. Nika geli dоход, nika harcanı da ona lazım, ona göre baksınlar nasıl durumda büdjet bulunuyor. Da ondan baksınlar nereden varınca kesmeye mi, isiltmeye mi, hani o bulma o parayla büdjetten bulma. Büdjet уже biz biliyoruz hani biz karar çıkardık büdjet işliği. Da şimdi lazım o büdjetten nasıl isiltme, kesme, hani bulma o parayı yardım etme bizim insana. Var mı kolaylık bulma bu parayı? Büdjeti iyi bilirsiniz çünkü kolegalarınızla birlikte kabul ettiniz onu, ses verdiniz onun için. Almayalım hepsi yaşayanlarımızı. Kiminse var kolayı bugünkü gün bu pahalara göre de gazı ödeme Mikhail Nikolaevich. Doğrusunu söylediğin. Doğru, ben de ama anladım. başkaların yok alalım ihtiyarları, yalnız ihtiyarları, çok uşaklı aileleri, onları kimde var yatalak hasta, ağır hasta insanlar, o aileleri. Onlara ne kadar yardım edebilecek Gagauzeri? Var mı böyle bir kolaylık? Ben de anlarım da biz de biliyoruz hani her bir kategoriya biz bir yardım edemiz. Ama biz lazım iyi bilkin düşlerim to insan angları bulmayı iyi zor durumda. Bence siz söylediniz büyük aile yani çok uşak var. Var çok insan angları yaşar yalnız onlara yok kim yardım etsin. Öyle, bizde de köyde çok var insan. Onlar bana çok danışırlar. Onlar pek zor yaşarlar. Da burada benim önce fikrim, benim bakışım hani büdjette varınca bulma bizde var fond социальной поддержки. То есть fond yandan yardım ediliyor diyor insana kim zorlukta buluyor. Hem de var fond yandan veriliyor insana kış vaktinde parayı. Ben hani o kış vaktinden veriliyor o para dence zimni. Ona pek az para orada veriliyor 125'li. Bu sınalarla o pek küçük. Da ben öyle düşünüyorum hani varınca lazım büdjetten bulma da büyütme bu fondu социальной поддержки hem de büyütme o parayı angla verilecek kışın yani insana o kış para için. Var mı büyün büdjette o para mı yok mu ben yok nasıl söyleyeyim da burada biz çevrilesi geri kompetensiya da burada alis kompetensiya Bakanlık Komitesi'nin hani ona lazım baksınlar ona bilirler nasıl durum büdjette ona baksınlar nereden o parayı çıkarma da o fikirlerle o kanunla lazım çıksınlar bize hani yapalım değiştirmekle kanun a büdjeti da bak ile açan o Bakanlık Komitesi bize çıkacak bu kanundan hal topluşu bakacak bu soruşu da biz bir yerde çıkartırız o kararı. Biz şimdi yokunca hal topluşunda yokla hak prava. Hani biz kendimiz onu hazırlayalım, kendimiz onu kabul edelim. Biz bekleyiz. Hani burada Bakanlık Komitesi hazırlasın da versin bize. Onun için ben danıştım bu fikirle Bakanlık Komitesi'nden başkana hani ondan baksınlar, beklemesinler kışı. Şimdi bunu yapma da bir ayın içinde verirsin hal topluşuna hani deputatlar baksınlar neresini olsa da kabul edelim. Da burada biz anlarız hani nasıl statyalardan Bakanlık Komitesi'de lazım olacak kessin bari. Da burada biz biliyoruz hani Bakanlık Komitesi'de açan bize veradi kanunu, proyekt kanunu büdjet için hani yapmayı değiştirmekle onlar yer ki 21. yılda da bu yılda söylerler lazım pek önce deme ихняя фразеология, onların lafla надо переходить режим жесткой экономии. Bundan ben pek kayılım. Hani lazım o büdjetten
бакмада коорума кесме атёпарала англары верле о сыралара англары бизе верми Гагаузия инсана getirmeysler tarafında ben birkaç söyledim bu экономические форумлары, башка сыралар где çok para ama bagile bıyıl açan zor vakit o sıralar lazım kestirtme da verme insana, yardım etme insana hani bu kışı geçirsiniz diye var tabii ki söyleyeyim insan bizde de köyde çoğu danışır pek zor insan yaşıyor. Ona da zontiyle var çoğu insan bugün de ekmek de yok nilan alsın. Onun için mesela düşünelim beraber Bakanlık Komitetinden hani bu insana yardım edelim, hani onunla bu zor vakti geçirsinler. Ну, действительно, ситуация очень сложная, и в решении этого вопроса, мне кажется, разногласий у двух ветвей власти быть не должно. И действительно, Михаил Николаевич, у многих депутатов есть претензии к тому, как исполнительный комитет распределяет средства, а именно призывают отказываться, как вы уже сказали, от проведения масштабных мероприятий. Вот вы упомянули экономический форум «Инвест Гагаузия». Тем не менее, мы знаем, что агентство по привлечению инвестиций уже планирует это мероприятие. Оно будет проведено этой осенью. И на заседании в вашем выступлении я услышала такие цифры, что 2 миллиона леев было потрачено в прошлом году на организацию и проведение этого мероприятия. Уточню, что 1 миллион по сообщению ведомства ответственного, да, это спонсорские средства, 1 миллион из бюджета. Тем не менее, деньги не маленькие. И в этом году их точно можно было бы направить на то, чтобы помочь одиноким пенсионерам и многодетным семьям. Произойдет ли это? Мало верится, потому как уже мероприятие запланировано и... Валентина, спасибо. Тоже очень хороший вопрос. Что касается, не должно быть разногласий. У нас разногласий в плане того, что нужно людям помогать, нет. И я думаю, что и исполнительный комитет, и Народное собрание, они хотят, искренне желают помочь людям. Разногласия у нас возникают в тот момент, когда у нас разное видение, какие статьи, допустим, вырезать и на какие цели направлять. Допустим, по тому же бюджету у нас были разногласия, если коснемся, может, более. Здесь вот, допустим, насчет экономического форума. Я такой постоянный противник таких экономических форумов. Ну, я знаю, что вы внимательно изучаете отчеты всех ведомств исполнительного комитета, и вы наверняка для себя оценили эффективность проведения этого форума. Есть ли этот эффект должный, который оправдывает трату 2 миллионов леев на его проведение? Я такого эффекта не увидел. Я действительно те документы, которые к нам поступают, пытаюсь с ними со всеми знакомиться, сравнивать, какой-то анализ проводить для того, чтобы мы как контрольный орган, в том числе, должны видеть немножко иную сторону деятельности исполнительного комитета. Опять же, возвращаясь к функциям законодательного органа. И здесь это не означает, что, допустим, критикуя конкретную, допустим, действие, там, я не знаю, агентства по привлечению инвестиций, критикуя деятельность данного управления, это не означает, что я каким-то образом неуважительно отношусь к самому руководителю ведомства. Я исключительно уважительно отношусь, но я это свое мнение высказываю, исходя из того анализа, который мы видим. То есть вложенные средства и на выходе какая эффективность от этого. И мы еще на первом брифинге, который мы давали в июне месяце, если помните, Александр Георгиевич Тарнавский, я и Чимпаевич Константинович, я еще тогда говорил про этот экономический форум, и на сессии тогда призвал исполнительный комитет, чтобы они в этом году отказались от проведения экономического форума, принимая во внимание очень высокую затратность именно бюджетных средств на этот форум. И для меня было вот удивительно, когда буквально через 2 недели здесь у вас выступала руководитель агентства публичного управления, она сказала, что однозначно форум будет проводиться. Меня немножко это удивило, потому что по 2020 году тогда было потрачено около 1 миллиона лей. Вот когда представили сейчас отчет, действительно, исходя из их отчетов, получается, что в 2021 году такой год тоже кризисный, пандемийный, тоже у людей были большие проблемы. На форум было потрачено 2 миллиона. То есть 1 миллион лей с бюджета и 1 миллион это спонсорские пожертвования.
То есть эти средства даже в тот момент, я думаю, что можно было бы направить на немножко иные цели и поддержку населения. Я отношусь критически к экономическим форумам, потому что я считаю, что с экономическими агентами, инвесторами нужно работать немножко иначе. Руководитель агентства как бы разъясняла, что из года в год мы работаем, это правильно. Работа на перспективу, да? Да, это я одобряю такую работу, надо привлекать, надо работать с инвесторами, но в таком ключе, как у нас проводится, когда ежегодно проводятся экономические вот эти форумы, причем если мы посмотрим те вопросы, которые поднимались начиная с 2017 года, когда вот экономический форум был проведен, я смотрел, какие тогда заявлялись возможные инвестиции, да, большие суммы назывались, разные проекты, но я, например, не увидел реализации этих проектов. В частности, в 2017 году тогда вроде бы вставал вопрос, что будет построен отель здесь, в Камрате, инвесторами. Если так по годам пойти, то понятно, что инвестор не всегда, допустим, он может на каком-то этапе отказаться от своих намерений. Но еще раз повторяю, что, по моему мнению, проведение ежегодных экономических форумов, они неэффективны для Гагаузии. Я согласен, допустим, если экономический форум с учетом последовательной системной работы в течение ряда лет, потом проводится экономический форум, допустим, раз в 3 года. Это можно было бы понять, но ежегодно проведение экономических форумов, причем, если мы посмотрим содержание, тематику этих экономических форумов, они немножко, по крайней мере, с моей точки зрения, не очень эффективны, и они не позволят привлекать действительно инвестора, который вложит сюда большие деньги. Это мое личное мнение. Личное ваше мнение. Ниче düşünüyorsunuz, içidecek bu yıl Bakanlık Komiteti sizin teklifinizi geçirmeme bu forumu? Ben pek isterim, onlar işitsinler de bu parayı belki az var büdjette ama o parayı verilsin bizim insana bu zor vakitte. Ben sayım bunu bekleyip bizim insanda. İnsan tanıyacak bu yaptıkları. Bu forumu varınca yapma, işleme investorlarla, teoproyektlarla büyün var. İşleme onların da belki unutlanayısı biri olacak. Ta kolay, ta elin. Da o zaman yapsınlar bir forum. Büyük forum yeri çağrılacak. Dilsacım aşırıdan bizim biznesmenlerle ama çağırma bizim biznesmenleri de diğer bir sferadan. Sağ olun. Üretim sisteması içinde isterim sizinle etmeye. Meraklı bir temayı kaldırdınız bitki halk topluluğunun oturuşunda. Siz açıkladınız 2021 yılın sonunda Bakanlık Komiteti hazırladığı üretim sistemasının ilerlemesi için mahsus bir programayı. Ama siz bu programıyla kayıl değilsiniz. Açıkladınız onda yanlışlıklar var. Bundan kare söylediniz bu programa kabul edildi, kanuna aykırı. İlkin isterim laf edelim sizinle Mikhail Nikolaevich, o yanlışlıklar için hangilerini gördünüz bu dokumentte? Ne onlar? Sağ ol Valentina. Aliz'den ben Dilsacım sesiyede kaldırdım. Bu sesiyede ben Tyler'i onu kaldırdım. Burada GRT'de kampanyada birkaç kez zirem ben sayarım bu программа hangisi Rusya dilini целевая программа в сфере образования на период 2021-2030 год. Да, я считаю, что это абсолютно во-первых, это противоречит процедура принятия данной программы, она противоречит нашему уложению. Это в первую очередь я хочу сказать. O где karşı bizim ulaşение, zirem ben bizim programın çekilmesinde söyledim. Bakanlık Komiteti onda hak полномочия, hazırlama programmaları da o programmaları ona sorucum onu ilerlediler. Açan halk topluluğu onu veriyor karar. Bakanlık Komiteti onu hazırladı. Dekabrın 21. yılında yaptılar, hazırladılar da halk topluluğuna o programı yollamadılar.
кейинле жигитлер оны илелетме, они bizim школаларда ишлесине. Ben sanıyorum hani bile soy programmalar, ciddi programa üretim sferasında ona pek önemli programmalar. Da ona lazım geçine tüm prosedurlar hani halk toplumunda ona lazım bakılsınlar. Onu hem çıkarma hani insanda süresin kendi fikrini, kendi bakışını burada gidiyor lav bizim uşaklar için. O programa büyük, 10 yılaka. Da ben sayayım hani bu programa программа будущего. Bizim uşaklar это bizim ona geliyor, bizim yerlerimize gelecek. Сейчас действие этой программы приостановлено, правильно понимаю, Михаил Николаевич? До момента рассмотрения на Народном собрании коллегами. Я тогда предложил, коллеги поддержали, и данную программу мы, во-первых, предложили, чтобы нам направили, во-вторых, чтобы на период до утверждения Народного собрания, чтобы действие этой программы было приостановлено. И тут, касаясь содержания самой программы, с юридической точки зрения я как бы объяснил, что оно, во-первых, противоречит нашему законодательству, уложению. Что касается содержания, я тоже прочитал эту программу, и меня ряд моментов вызвало очень серьезную озабоченность. В частности, принцип гендерного равенства. Да, принцип гендерного равенства. В частности, допустим, там много и других моментов, но что касается принципа гендерного равенства. Значит, там указано, что будут притворяться, осуществляться политики для устранения гендерного неравенства в школах и так далее. Почему я противник такого подхода, в первую очередь в школах? Мы понимаем, что гендер это имеется в виду пол, гендерное. Но я не понимаю, какое гендерное неравенство будут устранять у нас в школах. Я считаю, что у нас в школах та работа, которая проводилась, она не создавала условий, не создает для гендерного неравенства. Гендерное неравенство, мне кажется, оно для нашей автономии немножко носит характер противоречащий нашей культуре и так далее. Почему? Я бы не хотел, допустим, если исходить из тех примеров, которые у нас имеются в том же Европейском Союзе, где гендерное неравенство устраняется абсолютно неприемлемыми методами, допустим, в частности, допустим, была информация об этом, печатали в средствах массовой информации, когда, допустим, для того, чтобы уравнять это, так скажем, гендерное неравенство, устранить, мальчиков заставляли приходить в школу в юбках. Или, допустим, запрещали девочкам приходить в школу в юбках. Наоборот. То есть применялся термин гендерно-нейтральная форма. То есть мы должны понимать, что гендерное неравенство, которое мы понимаем, и гендерное неравенство, которое закладывается в смысл, это разные вещи. Потому что сегодня у нас гендер, мы понимаем, что пол мужской и женский, но в том понимании, которое, допустим, нам навязывают, имеется еще какой-то другой пол. Поэтому может, как бы я не совсем понятно взят, но я считаю, что, прочитав данную программу, где отсутствует, допустим... Уравниваются девчонки и мальчишки. Может, не это имелось в виду, но, допустим, там отсутствует, допустим, морально-нравственное обучение в этой программе, патриотическое воспитание. То, чего вам хотелось бы видеть, да? Да, и вносить гендерные принципы, а мы должны понимать, что принципы, которые закладываются в эту программу, они потом будут служить основой для составления учебных программ. Учебные программы будут основываться на этих принципах, в том числе и гендерном принципе. Что закладывается в этот гендерный принцип, мы хотели бы услышать и узнать. Допустим, мое понимание... Для нас это звучит пока несколько пугающе. Очень даже пугающе. Принципы, да. Если идет, у нас пытаются по признаку пола как-то разделять или уравнивать,
Но у нас, это, мне кажется, противоречит Конституции, нашему уложению, где у нас равны все перед законом, вне зависимости от пола, вероисповедания, расы и так далее. То есть государство должно создавать равные условия как мужчинам, так и женщинам, для того, чтобы, допустим, и в учебе, и в работе, и в отдыхе, и то есть равные условия должны быть созданы. Ну, возможно, наше с вами мнение сейчас, оно несколько отличается от мнения составителей данного документа, поэтому очень важно, чтобы все-таки встреча состоялась с ведомством, и специалисты объяснили, какой смысл они вкладывают именно в это понятие. 249-60 номер студии, уважаемые слушатели и телезрители, мы готовы с вами общаться, будем принимать звонки, также присылайте ваши вопросы на почту, адрес которой gagusradios@mail.ru. Михаил Николаевич, yanılmar saydım 2018 yılda kabul edildi kanun hangısının baş niyeti ilerletme Gagavuz dilimizi yapmayı ne kadar daha çok insanın da laf etsin, doğrula etsin, hem yapsın bunu büyük havezlen. Bu kanunu hazırladınız siz kolegalarınızla Ekaterina Jekova, hem Yelena Karamit, hem de siz üçünüz birlikte. Nece işler bu kanun? Sizin notanız birden 10'adık notanız olacak. Hem bakışınız bu kanuna bugünkü gün geçtikten kaç 4 yıl çıkar. Да, çok sağ ol Valentina. Biz kollegalarla hazırladık bu kanunu. Halk Topluluğu sağ ol onu kabul etti 2018 yılda. O kanunu biz hazırladık da Süleyman Sekreterine Fyodor'na, Elena Fyodor'na, bize yardım etti Alexander Görç Tarnavski, biz bir yerde savaştık ilerletme bu kanunu geçti de bizde 4 yıl. Простите, ilerleteceğiz bu темой, пока примем звонок. В студию поступил. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Унга, Карадинар Владимир. Слушаю вас. Вот у меня насчет форума. Не надо же быть большим финансистом, чтобы понять, что во время конфликта, когда в соседнем государстве происходят конфликты, военный конфликт, когда молодежь отсюда уезжает, когда население редеет, какой финансист придет и сюда будет вкладывать свои деньги? Это что получается, что там будут шиковать за счет бюджетных денег, а здесь народ пенсионеры не могут себе даже молока купить? Но это же кощунство, издевательство. Да сколько народ еще может терпеть это издевательство над самим собой? Это первое. И второе, что я хочу, Михаил Николаевич, пожалуйста, прокомментируйте мои соображения. Может быть, я же не так и не то думаю. И мне кажется, что Молдова имеет все шансы повторить трагическую судьбу украинского народа, если даст себя вовлечь в этот военный конфликт. Ведь Молдова, в принципе, может помочь остановить этот конфликт, не растеряв свой статус нейтрального государства, чтобы не позволяло, чтобы через ее территорию доставляли оружие и все остальное. Спасибо. Иначе, сейчас подождите, я закончу. Иначе, если здесь это будут натовские войска, натовские склады оружия, то бомбы будут лететь не на тех, кто вовлек нас в конфликт, а на наши с вами головы, независимо, молдаван, болгарин, гагауз, и последствия будут очень ужасные. Благодарим спасибо. вас. Да, спасибо большое. Пожалуйста. Но вначале насчет форума. Я думаю, что наши люди, вот в данном случае житель тоже высказал свою точку зрения в отношении, и я считаю, что правильная. И тут, естественно, что исполнительный комитет должен все-таки все эти моменты, нюансы учесть и все-таки принять нужное решение. Если есть необходимость, я думаю, что возможны встречи с депутатским корпусом, президиумом по этим вопросам для совместного обсуждения. Но здесь я думаю, что мы когда на брифинге были, я тогда апеллировал еще к тому, чтобы со стороны
как бы и народа был общественный некий контроль. То есть люди должны высказывать свою точку зрения, и они высказывают, слава богу, те, которые активны в отношении тех или иных действий и исполнительного комитета, и Народного собрания, и Башкана, и тогда власть будет и должна прислушиваться. И здесь очень важно, чтобы тоже по этим вопросам высказывала свою точку зрения, в том числе и примарский корпус, и местный совет, я об этом тоже говорил, потому что, допустим, важна точка зрения, допустим, в данном случае по форуму, проведению, непроведению, в том числе и наших примаров. Как они на это смотрят? Может, они поддерживают, может, они считают иначе, у них тоже есть свое видение. То есть мне кажется, что по всем этим вопросам должно такое быть обсуждение, и я думаю, что и власти будет легче принимать те или иные решения. Что касается конфликта, конечно же, никто не хочет, чтобы наша республика Молдова была втянута в этот конфликт. Это понятно, что военный конфликт — это всегда горе, слезы и так далее. Поэтому я солидарен с тем, что Республика Молдова, конечно же, в этой ситуации не должна ввязываться вот эти геополитические разные игры. Она должна соблюдать нейтралитет и не давать возможности втягивать в себя вот такого рода конфликты. Республика Молдова, так же как и раньше, должна сотрудничать и с Россией, и с Востоком, и, если есть необходимость, и с Европейским Союзом, но при соблюдении своих интересов своих граждан, чтобы нашим гражданам легко жилось. И я думаю, что и президент, и парламент все-таки должны прислушаться и выслушать мнение людей по этому вопросу. Поступил еще один звонок. Наденьте наушники, Михаил Николаевич. Здравствуйте. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы депутата спросить, когда все-таки госпожа Влах рассчитается за отопительный сезон с пенсионерами. Все спрашивают. Я не могу ответ дать, я советник городского совета, не могу ответ дать. Вулканешта, если не ошибаюсь. Правильно? Да, Вулканешта. Почему она все-таки не может, или депутата там подключить, или помочь? Спрашивают люди, как ей не стыдно, как совести у нее нету. Несчастные 125 лет, за 2 месяца она не может или не хочет рассчитаться с людьми. Спасибо. Если я не ошибаюсь, наш слушатель с этим же вопросом звонил в марте в нашу студию, Михаил Николаевич. И к нам ко мне как депутату тоже обращаются иногда, допустим, сезон уже идет, сезон заканчивается, но денег, так скажем, которые должны выделяться в отопительный сезон, или они выделяются ежеквартально, должны быть выделены людям, нету. Я сейчас не готов ответить, почему такая задержка происходит. Депутатский корпус, Народное собрание утверждает бюджет, и потом, естественно, что исполняет тот бюджет, в том числе и по данной статье выделения денег, исполнительный комитет. По каким причинам я сейчас не отвечу, но я себе это отмечу и обязательно спрошу управление финансов. Говоря о функциях исполнительного комитета, в случае, если нет поступлений в бюджет и нет возможности выплатить эту компенсацию, о которой говорит наш слушатель, исполком должен известить об этом население? Во-первых, бюджет, когда принимается, естественно, он принимается по тем или иным, так скажем, расходной, доходной части. В течение года понятно, что жизнь меняется, могут какие-то доходы не поступать или могут поступать доход сверхзапланированный. И в этой ситуации, естественно, что исполнительный комитет должен своевременно обращаться в Народное собрание, чтобы внести соответствующие изменения в тот бюджет. Подкорректировать. У нас, к сожалению, вот эта процедура, и депутаты неоднократно об этом говорят, что она немножко запаздывает, и мы поэтому получается, возможно, эти моменты, когда в бюджете заложено, в бюджете денег нет, люди спрашивают, и я думаю, что исполнительный комитет должен своевременно выходить, если нет денег, я думаю, что мы должны быть честны с людьми, об этом говорить. Принимаем еще один звонок. По крайней мере, пытаться решать этот вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Кангас, Статов, Кирилл Кириллович. Добрый день. Значит, Михаил Николаевич, все верно говорите. Но давайте спросим самим себя, почему довели жизнь до такого уровня? Многим это уровень устраивает. И поэтому сократили профсоюз, сократили совет старейшин. В школах не слушается мнение педсовета, в садиках отсутствуют советы. В швейных цехах и фуржакуры отсутствуют. Одним словом, все идем самотеком. Значит, что делать? Аксакалы должны шевелиться, восстановить совет старейшин. Я очень возмущен ответом депутатам. Мол, не думай, он говорит дословно, не думай, что совет старейшин что-то решит. Нет, глубоко ошибаетесь вы. Значит, тревогу надо было бить тогда, когда работодатели не платили пенсионерное соцстрахование. И второе, когда цены поднялись от 4 леев и выше, тогда надо было, вот если бы совет старейшин работал бы, и был бы там человек, который болеет за свой народ, за свою автономию, за свою республику, они сразу бы написали бы, зашли в Башкану, Народное собрание Гагаузии и правительство. Что мы делаем, почему не едем договариваться и почему мы поднимаем эти цены. Так, у меня к вам такой вопрос. Планируете ли вы вернуть организации Совет Старейшин автономии, чтобы в каждом селе в этом Совете Старейшин работали? Спасибо. Если можете, ответьте. Благодарим вас, Кирилл Кириллович. Да, спасибо, Кирилл Кириллович. Я хотел бы сказать ему большое спасибо за его активность. Я слушаю постоянно радио, эфиры. Спасибо. И очень активная такая позиция жизненная, гражданская должна быть, я думаю, что у наших людей. Причем вопросы задаются по теме, вопросы продуманные, вопросы очень такие поднимающие, очень злободневные проблемы. Поэтому Кирилл Кирилловичу большое спасибо. И здесь он затронул деятельность многих организаций, ведомств, которые у нас функционируют в целом в государстве. И тут я вижу, его тоже совпадает с моим видением, то, что я поднимал, что у нас отсутствует в Гагаузии эта концепция развития, в котором были бы отражены все сферы жизнедеятельности нашей автономии. Что мы видим, как они будут работать и к чему мы придем, допустим, через 10 лет. И здесь поднимаете вопросы того нет, этого нет. Я считаю, что такая концепция, опять же, возвращаясь к принципу разделения властей, эту концепцию должна разработать исполнительная власть. Она публикуется, обсуждается, и потом Народное собрание. Я думаю, что очень важно, чтобы все-таки такой документ был, потому что на основании этой концепции уже разрабатываются стратегии, программы деятельности. Тогда, я думаю, что даже вне зависимости от смены Народного собрания, от смены Башканова, исполнительного комитета, будет четкое видение, четкое направление развития Гагаузии. Но Совет Старейшин все-таки может быть эффективным органом, да? Я думаю, что да, и это как общественная организация, я считаю, что она очень важна, так же, как и других важных общественных организаций, которые должны отражать и влиять, давать оценку той же власти, их деятельности, где нужно критиковать, давать. Совет Старейшин, я так понимаю, что по оценке Кирилла Кирилловича недостаточно работает в этом направлении. Я знаю, что Совет Старейшин у нас на территории Гагаузии есть. У нас в селе есть соответствующее. В каждом селе есть, да. В каждом. Насчет, скорее всего, Кирилл Кириллович имеет в виду, что недостаточно работает, неэффективно работает этот механизм. Я думаю, что, наверное, есть место для критики этого органа, но это общественная организация. Я думаю, что они какие-то меры, наверное, примут для того, чтобы как-то эту связь усилить между властью, людьми, увеличение эффективности внутри самой организации. Мое видение такое. То есть важность этого органа, она, конечно, неоспорима. Спасибо. Принимаем очередной звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, комрад Андрей. Слушаю вас, Андрей. Значит, вот такой вопрос.
Вы коснулись насчет жесткой экономии бюджетных денег. И вот мы вот здесь втроем слушаем, и такой небольшой анализ. Значит, автономия Гагаузская имеет 27 населенных пунктов. 26. 26 даже. В Камрадском районе 13 населенных пунктов. В каждом населенном пункте советники, примар. Плюс райадминистрация и председатель райадминистрации. В Чадырлунском районе 9 населенных пунктов. Также в каждом советнике и примар. Плюс райадминистрация и председатель. В Вулканешском районе, насколько я знаю, 4 населенных пункта, да? Эдулея, Чешмекёй, Карбалея, да. 4. Конечно. В каждом советнике примар и плюс райадминистрация и председатель. На эти 2,5 района у нас еще исполком раздутый. Только управление делами Башкана имеет 46 человек. И плюс вот Народное собрание. Для сравнения, Аргеевский район имеет 63 населенных пункта. 1 райадминистрация и 1 председатель. Вопрос, нужны ли нам на 27 населенных пунктов эти 3 райадминистрации, которые ничего не делают. По пятницам вот мы проходим, там дымок такой, шашлыки пекут. Спасибо. Спасибо. И еще второй вопрос. Пожалуйста. Вот вы приняли закон, постоянно действующая Центральная избирательная комиссия. Зачем она нужна? Тоже 1 миллион с чем-то денег на них. Постоянно. Чем они каждый день занимаются там? Вот вам бюджетные деньги. Пожалуйста, спасибо. Спасибо большое. Тоже очень актуальный, правильный вопрос. И я очень ценю вот такие вопросы от наших зрителей, которые вот видно, что вникают в все эти процессы, которые у нас происходят. И очень правильный вопрос, и он касается реорганизации органов публичной власти в Гагаузии. И этот вопрос неоднократно поднимался для того, чтобы мы, во-первых, оптимизировали вот эти все структуры, вот то, что человек говорит, место тех же районных администраций в структуре исполнительной власти, нужны они, не нужны. То есть это должно обсуждаться. И это решение давно должно было быть принято. Еще в 2017 году была создана, распоряжением Башкана, была создана рабочая группа по оптимизации органов публичной власти. И эта рабочая группа должна была в 2018 году представить Народному собранию соответствующую вот эту структуру, оптимизированную. И когда мы говорим, допустим, принимали те же законопроекты о исполнительном комитете, если вы помните, которые Башкан не подписала, там, в принципе, тоже речь шла об оптимизации исполнительного комитета, то есть о необходимости тех или иных структур, о необходимости наличия внутри исполкома тех структур, которые дублируют деятельность друг друга. Допустим, я уже неоднократно говорил, и сейчас скажу, вот агентство публичного управления, агентство по привлечению инвестиций. И есть у нас главное управление экономического развития, в котором точно так же есть соответствующий отдел. У нас есть управление внешних связей. То есть много структур. Я вот это дублирование в том числе увидел в том отчете, который был представлен, отчет о информации деятельности органов публичного управления. Что касается примаров, советников, советники, они на общественных началах, они деньги с бюджета не получают. Что касается Народного собрания, то Народное собрание у нас пока не профессиональное, работают не все депутаты работают. У нас 7-8 человек, максимум до 12 человек депутатов работают на постоянной основе. Да. Но я полностью согласен, солидарен, что у нас уже давно назрела эта проблема оптимизации структур. И Народного собрания, что мы все-таки пришли к такому профессиональному Народному собранию, чтобы там работали люди, но работали на зарплате, но работали эффективно. Оптимизация от исполкома, оптимизация тех же районных структур. Нужны они, не нужны. С политической точки зрения мы обсуждали, надо сохранить, допустим, районные администрации, но в то же время те бюджетные средства, которые идут,
но они, мне кажется, подлежат немножко пересмотру в плане финансирования районных. Некая оптимизация нужна. Она важна, нужна, и она, я думаю, что неизбежно будет не в этом году, в следующем году, но эта оптимизация необходимая, она нужна будет. Но для того, чтобы вот все эти вопросы обсуждать, мы должны это комплексно подходить, чтобы, естественно, что оно не сказалось на эффективности деятельности того же исполнительного комитета. То есть мы должны оптимальную создать структуру, но исходя из возможностей нашего того же бюджета. Мы не можем, приводили же пример, допустим, сколько средств уходит на содержание исполнительного комитета, да, и соразмерность, допустим, той же помощи социально уязвимым слоям населения. Допустим, и в прошлом году, и в этом году фонд социальной поддержки составляет 3 миллиона. Я всегда предлагал, чтобы она оставалась на уровне 2019 года 5 миллионов. К сожалению, вот пока она остается на уровне 3 миллионов. Повысят или не повысят, но это уже, я же говорю, это зависит. То есть в 2019 году сумма была выше? Было 5 миллионов. 5 миллионов фонд социальной поддержки. Когда вот сократили, мое было предложение и исполнительный комитет, когда мы рассматривали, что все-таки оставили на уровне 5 миллионов. Потому что вот именно с этого фонда мы оказываем наиболее, так скажем, малообеспеченным, обездоленным людям. И я надеюсь, что будет пересмотр и, может, увеличат. Только при условии, что я понимаю, что исполком должен выйти и, допустим, с этим предложением. Если же в бюджете нет возможности, тоже нам должны об этом сказать, что на сегодня возможности увеличить нет. Михаил Николаевич, времени не так много до завершения эфира. Второй вопрос от нашего слушателя Андрея относительно ЦИК. Если можно, лаконично, да. И буквально еще пару минут. Да, у нас постоянно действующий ЦИК, но там, значит, сокращение, оно было на уровне 1 200 000, но это имеется в виду, что эти средства содержался не весь ЦИК. То есть там получает зарплату только председатель и, допустим, секретарь. Остальные члены ЦИКа, которые работают в период выборов, они, То есть оптимизация тоже была? Об этом и говорили, иная. И, если помните, мы сокращали, предлагали ЦИКу, в частности, допустим, не платить средства на аренду, то есть искали пути оптимизации, сокращения бюджетных средств на содержание ЦИКа. Но пока мы считаем, что данный орган, как постоянно действующий, он в Гагаузии должен быть, и он должен выполнять те функции, которые прописаны в избирательном кодексе. Ben işlemedim Süleyman, siz sordunuz kanun için. Neyse nokta, bazı Süleyman nokta, Süleyman var silah tarafı da bu kanunun hani verili koyulu hazırlanan programa, o programa göre verili para biz hazırlanır, kağıtlarda hazırlanır, slavarlat yani sözlük olsun bizde. Var programa göre o sıralı Ankara'da dil lazım para da. Var çok merapiyatya, sıra yapılır, onlara dil lazım para. Onlar var plandayım, onlar lazım geçirilsin. Onlar yapılır. Bakanlık komitetine yapılır, bakanlıklarla onların upravleniyle geçirilerle yapılırlar. Ama ben isteyeyim Süleyman, hani bizim Gagavuz dilimiz, ana dilimiz ilerlesin, hani o kullanılsın. Dil lazım, erkek para da verme. Bize devlet insanlarına lazım bu kanunu dili lazım bilme, dilde lazım laf etme. Da o zaman biz o dili kullanıcısı da biz lazım anlayalım, hani bizden как носители гагаузского языка. Bizden karı bizim dilde kimse etmeyecek. Bizim oyunları, bizim Türkleri bizden karı kimse onları çalmayacak. Da ben sayayım hani açan yapılı o sırala avtonomiyanın uğrunda, Angla yapılı Külan uğrunda te koncert. Onları dil lazım erki yapmanca şirinlik, ona olurlanca şirinlik için
Ama Gagavuz diline propaganda не da только lazım. развлекательные, а orada lazım halis beğendirtme bizim uşaklara, bizim insana, bizim türkülere, bizim oyunları. Bizde güzel oyunları, bizde pek silah güzel türkülerde. Ben erkek anlayamam için bizde de oluyor. Sırala da bizim oyunları oynarlar başka halkların. Ben isteyim söylemeni o doğru. Bizde yaşıyor başka halklarda, biz onlar da. Ama biz kendi oyunlarımızı oynamazsak, bir halkla oynamayacak. Onlar dilen de oynasınlar bizim oyunları. Bizden başka. Ben anlarım hani ne Kişino'da, ne Tvartsa'da, ne başka, ne Besarabka'da onlar oynamayacaklar Kadınca ile Kiryat Savası'na. Onlar oynarlar kendi oyunlarını. Gagavuzlar lazım beğensinler de oynasınlar, imçalsınlar kendi Türklerini. Da o zaman olacak bizim Gagavuz dili yaşayacak, zenginleyecek. Da o zaman bir gelişi vakıda açan dil lazım büdjetten olacak para verme. Hani bizim Gagavuz dili ilerlesin, işlesin. Da burada isteyeyim tabii ki söyleme çok sağ ol GRT. Size jurnalistler kim kullanıyor Gagavuz dilini, kim layıklı Gagavuz dilinde. Da ben söyledim hani ne kadar GRT bu işte yapıyor kendi işini. Bir de devlet organı bizde Gagavuz'da yapmıyor. Sağ olunuz Mихаил Николаевич. Hem bilseniz ne kadar biz kolegalarımızla seviniriz. Açan gelir stüdyamıza bir misafir. Hangisi sizin gibi bol Gagavuzca laf eder. Böyle seyrek kim laf eder. Kanonla bağlı var tabir soruşum. Kanona göre kimi yürütücüler angıları resim dersini, fizkultura dersini Gagavuz dilinde götürür. Onlar kabul ederler kendi ay paraların üstüne daha biraz para. Ama %100 mi onlar o derslerde laf ederler uşaklarla Gagavuzca, olsa da laf etmeyerler mi biz bilmeyiz. Kim buna kontrol götürür hem görürsünüz siz bu işin faydasını. Hani verilir üstüne, yüdek ay paranın üstüne tazide başka yürütücüler bilirim hani kıskanırlar bu yürütücüleri. Doğru. Görürsünüz mi faydasını, halizden mi lazım harcama bu kadar para? Pekle soruş Valentina. Sağ ol. Ama kısadan Mихаил Николаевич. Da, sağ ol. Ben isteyim söylemeni tüm parani verili bizim müşteriler kim yürütü Gagavuz dilinde. Bu ideya, bu inisiyatif halizden çıktı bakanlık komitede. Biz onu aldık da sonra koyduk bizim kanuna. Ben sayım hani lazım verilsin. Ama kontrol edilsin de. Kontrol lazım burada tabi bize kanuna göre bizde bakanlık komitede önce cevaplı bu kanuna. Ответственность за реализацию. Biz de bu yıl biz koyduk bizim plana законотворческой деятельности halk topluluğunu kabul etti. Orada koyduk hani yapma bir monitoring nasıl bu kanun işliyor. De geçti 4 yıl da biz tez bakma görme nasıl bence siz değilsiniz bakma faydasını hem de nasıl nokta bir sona koyduk. Ama hani bu kanun işler yavaş adım onun var faydası ben onu göreyim уже. Da ben isteyeyim çok sağ olsun bu işte bizim bakanlık komitede de upravliyede bizim yürütüm upravliyasına ona savaşıyla yapalım. Ama var çok kişiler angıları yapılmıyor da biz onları söyleyiz. Onlar önce deme küsmesin ama biz diyese hani bu kanun işlesin doğru hem de silah tarafı. Hani bizim dil yaşasın, zenginlensin. Sağ ol. Bir minutumuz kaldı. Sizin danışmanız sesleyicilerimize hem seyircilerimize. Ne istersiniz onlara bugün söyleme? Ben onlara isterim Süleyman çok sağ ol onlara. Hani onlar da korkmalı Süleyman kendi fikirlerini, bakışlarını isterim onlar danışmanını korkmasına, danışsına, devlet insanlarına, bakanlık komitesine, başkanına da isterim Süleyman çok sağ ol onlar bu zor vakitte, bu zorluklarla onlar dayanırlar. Bizde pek dayanıklı insan. Da onuştan burada bizim devlet insanı, bizim organlar, halk topluluğu, bakanlık komitesi, başkan, onlar bu zor vakitte ilkinler kendi bakışını yollasınlar, görsünler, bizim insan yoksa insan yaşıyor. Da ben sayayım hani biz bir olaydaki forum içinde bakanlık yapacak kendi kararını da bu yıl yardım edilecek insan duymayacak bu zorluklara.
Buna umutlanacağız. Mikhail Nikolaevich sağ olunuz. Sağ olsun seslayıcılarımız hem seyredicilerimiz hani bizimle birlikte kaldılar bu saat hem verdiler kendi önemli soruşlarını. Getirdiğim aklınıza bizim stüdyamızdaydı bugün Gagauzyan'ın Halk Topluluğu'nun deputatı Kiriyet Köyü'nden Reglament Komisyası'nın başı Mikhail Железоглы. Kalın sağlıcakla hem iyilikte.